В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Управление дорог Вилюй сообщает, что в связи с продолжительными дождями и интенсивными движениями грузового автотранспорта на участке федеральной автомобильной дороги Вилюй местами отмечаются затруднения в движении. Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта организована круглосуточная работа дорожных служб. О состоянии и развитии автодороги Вилюй мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Евгений Бугуев, заместитель начальника федерального казенного учреждения управления дорог Вилюй. Евгений Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Каково состояние автодороги на сегодня? Сегодня, значит, по нашей автомобильной дороге Вилюй, да, состояние нормализуется. Да, действительно, правильно сказали, что в связи с большими обильными осадками, да, у нас на участках дорог с гравийным покрытием были затруднения в движении. Вот, это у нас, это если брать, это Горный район, да, Вилюйский район, Верхневилюйский район и Мирнинский район. Сегодня, значит, на сети нашей дороги Вилюй работает порядка 50, да, дорожной техники по устранению данной ситуации. Вот, но трудности у нас с тем, что погода все-таки вносит свои коррективы. Это значит, обильные осадки, да, и днем минус, ночью минус, днем плюс, и вот это постоянно снежные осадки, они, как сказать, не дают в полной мере достичь тех показателей, которые сейчас необходимы, да, и мы увидим, что сегодня, в отличие от предыдущих годов, да, у нас осень очень затянута. Вот, и, в данном случае дежурство на всех проблемных участках у нас сегодня организовано, механизированные бригады работают, люди имеются, значит, ситуация под контролем. То есть прям беспрепятственных таких, точнее препятствий на дорогах на сегодня нет? Просто можно, скорее всего, сказать, что замедление, да? Да, замедление движения, значит, трудности именно проезда на этих участках. Если раньше, допустим, в среднем от города Вилюйска до города Якутска в среднем путь занимал 8-10 часов, 8 часов, 9 часов, да, то сегодня он занимает 10-11 часов. Порядка на 2 часа нет. На сегодня мы видим, как развивается дорожная сеть республики, да, в том числе, конечно же, федеральных автомобильных дорог. Каковы итоги строительного сезона этого нашего года? В целом, да, хочется сказать, что мы работаем на двух федеральных дорогах, да, это дорога Колыма и дорога Вилюй. Да, если брать именно тот утвержденный план текущего года, да, то в планах у нас этого года был провести и ввести объекты протяженностью 68 километров. Да, из них 2 объекта по дороге Колыма и по дороге Вилюй. Да, то мы план текущего года практически выполнили. У нас осталось 1 объект завершить, но он на стадии завершения. Значит, и плюс мы, помимо плана этого года, мы выполнили практически план следующего года. Значит, мы подготовили объекты в воду, это с протяженностью 85 километров. Получается, мы перевыполнили в 2 раза почти план текущего года. Вот. С большим опережением. С большим опережением, да. Это и 8 объектов, из которых 6 объектов, кстати, это по дороге Вилюй в асфальтобетонном покрытии. Можно так сказать. И в целом работа идет, она продолжается. Вот если брать в целом по дороге Вилюй, да, по развитию, да, то с момента, как дорога Вилюй в статусе федеральной появилась, то практически около 500 километров мы сегодня в асфальтобетонном покрытии выполнили, да, по дороге Вилюй, а в целом протяженность составляет 1300 километров. Практически половину мы уже в асфальтобетон, меньшую половину выполнили, да. Плюсом мы ликвидировали очень много естественных преград, это мосты построили, да. Вот, работа идет, да, развиваемся. На автодороге Вилюй через реку Вилюй имеется 4 паромные переправы. Скажите, когда они закроются? Паромные переправы, как показывают предыдущие года, да, ориентировочно от 15-20 числа октября закрывались паромные переправы. Да. Крайние переправы у нас закрывались в Сунтарском районе, потому что там климат более теплый. Вот, но в целом
паромными переправами ведает Министерство транспорта республики, да? Поэтому по точным цифрам мы сказать не можем, да? Просто ориентируемся на текущее состояние. Как шуга пойдет, обычно закрываются от них паромные переправы. Вот, но после паромных переправ после закрытия паромных переправ у нас движение ограничивается, да, мы все знаем, и мы приступаем уже к подготовке ледовой переправы. Вот. И по тому графику, который у нас имеется, да, мы вот именно по Вилюю мы 1 декабря должны открыть ледовые переправы. И это с грузоподъемностью для транспортных средств не более 4 тонн. Вот такие планы, ну, такую задачу мы перед собой ставим и перед нашими подрядными организациями. Ну, мы уже затронули эту тему, давайте в продолжении. Да, после закрытия паромных переправ в зимний период начинается действовать вот ледовые переправы, как вы сказали. Когда планируется их открытие? Вот если, допустим, ну, по сравнению с прошлым годом, у нас климат в этом году немножко мягче. Как-то влияет это? Да, это очень влияет, конечно. Мы из года в год все равно ориентируемся на погодные условия, да, потому что когда у нас большие холода, то идут продолжительное время, да, то у нас наращивание льда идет интенсивнее. И мы отчасти можем либо раньше открыть ледовую переправу, либо позже ледовую переправу. Вот. И, ну, я еще сказал, что в первую очередь мы всегда открывали вот Верхневилюйский, Нюрбинский район, да, Сунтарский, там, опять-таки, повторю, что климат более теплый, и поэтому тут немножко, ну, день-два с опозданием. Но мы пытаемся все открывать одновременно, потому что это одна сеть идет, да, понимаем, что мы сегодня, груза идут с города Якутска до Сунтар идут, да, через все ледовые переправы, поэтому мы пытаемся всегда их открывать одновременно, в один и тот же день. Вот. Ну и действуют они у нас будут до 15 апреля. До 15 апреля. Ну вот сейчас мы наблюдаем, да, такое прям обильное выпадение осадков, как мы сказали, вот гололедица, конечно же, не только в городе, да. Что бы вы посоветовали участникам дорожного движения? Ну, я бы начал с того, да, что безопасность, она сегодня на особом внимании, да, безопасность дорожного движения, да, и вот если брать показатели, да, то именно вот в зимний период у нас, да, у нас по показателям по случаям ДТП идут вверх, да, вот имеется в виду, да. Это сказывается о том, что вот такая погода, то есть переходы с плюса на минус, с плюса на минус, да, с минуса на плюс, и не все водители бывают подготовлены к этому, да. Очень много случаев бывали, когда автотранспорт на летней резине попадал в ДТП, да. А потом в зимнее время холода у нас на дороге туман бывает, вот, и не всегда люди в тумане ориентируются, соблюдают правила дорожного движения, не видя собой, то есть ничего не видя, начинают выезжать на обгон, да, транспортных средств. И плюсом у нас вот, дорога проходит по населенным пунктам же рядом, да, и очень много населенных пунктов в деревнях, там бывают транспортные средства, такие как трактора, да, вот, тянут за собой сток сена, да, то бишь не оборудованы световыми индикаторами, да, и поэтому небольшой скачок по ДТП бывает, вот именно из-за несоблюдения правил дорожного движения. Поэтому хотел бы обратиться к водителям, да, в первую очередь это стандартное соблюдение правил дорожного движения. Это выезд на встречную полосу, да, это скорость, это значит вовремя переобуться на зимнюю резину, вот. Это, это вот буквально и внимательность, это вот и в правилах же у нас говорится, что водитель обязан владеть ситуацией при погодных условиях, да, и вот это на сегодня он бесспорный момент. Водитель должен обязательно видеть. Если мы видим, что сегодня идет снег, значит надо снизить скорость, допустим, да, либо остановиться там, где на объектах сервиса, допустим, да. Ну, в принципе, вот именно соблюдение правил дорожного движения сегодня. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они все соблюдали. В третье воскресенье октября работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Ваши пожелания коллегам? Да, вот в этом году
это попадает на 20 октября, вот, День работников дорожного хозяйства. Вот, поэтому вот, хотелось бы обратиться к коллегам, всем дорожникам. Да. Работа дорожника, она сложная сегодня. Да. Взять дорожного рабочего, да, взять механизатора, да, они вот днями, неделями, да, кто-то еще месяцами вдалеке от дома, от семьи работает во благо того, чтобы привести дорогу в хорошее состояние. Кто-то укладывает асфальт, да, кто-то укладывает трубу, кто-то строит мосты. Поэтому это очень нелегкая работа на сегодня. Вот. И благодаря вот именно вот специалистам, да, вот, начиная от дорожного рабочего, заканчивая там ИТР и директорами, да, благодаря вот именно той слаженной работе сегодня мы видим, что развивается села, да, развивается экономика республики. Путь становится короче, да, от населенного пункта до другого населенного пункта. И в этот, пользуясь случаем, да, я от себя лично, также от нашего управления, вот, да, поздравлю наших коллег с этой датой, с этим днем, профессиональным праздником дорожного хозяйства. Пожелал бы всего самого наилучшего, терпения, чтобы крепкие тылы были. Вот, когда, понимаю, когда в семье все хорошо, значит и на работе тоже все хорошо, может он спокойно работать, да, вдали от дома. Так, процветания, успехов, ну и главное тоже здоровье обязательно должно быть. Вот, когда здоровье есть, и работа идет хорошо. А вот мне стало интересно, возможно, как-то вы коллективно с какой-то интересной программой такие мероприятия празднуете, как многие другие организации? Ветеранов, возможно, как-то чествуете? Ну, мы, значит, обычно празднуем, как сказать, с какими-то мероприятиями приобщаем к каким-то спортивным мероприятиям. Да? Вот, мы уже который год выступаем инициаторами, допустим, собираем дорожников, да, и проводим спартакиаду спортивную, да, не только дорожников, но коллеги из управления, коллеги из организаций, потом сотрудников ГИБДД тоже привлекаем, да, и вот мы проводим уже не первый год, проводим спортивные мероприятия, бывают. Ну, это весенний период, там приурочен к другим дням, да. Здесь мы тоже к этому дню дорожнику мы обычно приобщаем также открытие объектов, завершение объектов, да, вот я ранее сказал, что мы буквально на прошлой неделе открыли движение на 2 объектах капитального ремонта. Это в Мирнинском районе и в Сунтарском районе. Также с асфальтобетонным покрытием. Вот. И всегда вот завершение работ приобщаем к этой дате. Слушайте, реально, правда, очень интересно. Ну что ж, спасибо, что вы уделили свое время и ответили на наши актуальные вопросы. Напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.